дорогие друзья! Доброе утро! Это передача «Утро Калмыкии» и с вами ее ведущая я, Юля Махалиева. Все крупные праздники прошли, Новый год, Рождество, даже Старый Новый год. И все, вот, пришел тот самый момент, и вот он вам знак свыше, что пришло время приходить в себя, наеденные килограммы убирать. И чтобы максимально эффективно это сделать, правильно, вы прекрасно знаете, что нужно дальше делать. Да, встать на зарядку и от души, честно повторяя все упражнения, сделать ее. Давайте сделаем это. Доброе утро, Калмыкия! Меня зовут Кермен, я инструктор Порт-де-Бра. Сегодня я покажу тренировку с лентами. Это дополнительное оборудование Порт-де-Бра. Лента эластичная, она придает нам рельеф и силу. Как я говорила, в Порт-де-Бра есть дополнительное оборудование. Сейчас это у нас лента эластичная. Хорошо, становимся. В правой руке у нас лента. Начинаем наклон влево. Сгибается левое колено. И натяжение в правой руке. Вправо наклон. Повторяем. Последний раз. Хорошо, остаемся в центре. Руки на себя. Раскрываем грудь. Еще раз. Добавим колени. Раскрываем грудь. Вдох. Колени. Выдох. Вдох. Выдох. В левую сторону. Еще. Открываем. В правую выдыхаем. Центр. Выдох. И повторим наклоны. В центре. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Любите спорт, любите себя, наслаждайтесь жизнью, живите здесь и сейчас. Друзья, этим утром я решила поделиться с вами своим фирменным секретом своего завтрака. Я просто обожаю этот рецепт. Не знаю, почему раньше с вами не делилась, но вот пришел момент. Итак, что для этого нужно? Лепешка, 2 кусочка плавленного сыра, немножко авокадо и 3 помидорки черри. Я сразу их поделила пополам, как и авокадо. Кстати, авокадо еще называют крокодилова груша, потому что кожа у него типа шершавая и по форме напоминает грушу. Как вы уже могли догадаться, все верно. Плавленый сыр нужно размазать по лепешке. Постараться нужно сделать это равномерно. На такую лепешку 2 кусочка плавленного сыра это более чем достаточно. Ну, чтобы было вкусно. 1 немного не то, а вот 2 это прям вот самое то. Путем проб и ошибок я это лично выяснила. Так, практически все готово. Осталось дело за малым. Смотрите, как лучше всего разместить помидорки. Делать это нужно следующим образом. 3 сюда помидорки, оставить небольшое пространство для авокадо и оставшиеся 3 вот так положить. Мы на финишной прямой, друзья. Осталось поставить вот таким образом кусочки авокадо.
нас следующим образом должны располагаться на лепешке овощи. И финальный штрих. Просто вот так вот берем и заворачиваем. Получается что-то вроде ппшной шаурмы. Оставляем один кусочек не закрытым. Так вкуснее, честно-честно. И приятного аппетита! Дорогие друзья, кто присоединился к нам только что, отдельно вам доброе утро! Просыпайтесь скорее и слушайте новость. Глава государства Владимир Путин объявил 2022 год годом народного искусства и нематериального наследия народов. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Вопросу сохранения родного языка в нашей республике уделяется особое внимание. Так, в конце прошлого года открылся обновленный Центр по развитию калмыцкого языка. Теперь учреждение располагается в здании Элистинского политехнического колледжа. Центр получил новое оборудование и увеличил штат сотрудников. Моя коллега Светлана Аджиева продолжит. Долгое время у Центра по развитию калмыцкого языка не было собственного помещения, а потому не все идеи и планы удавалось воплотить в жизнь, говорят сотрудники учреждения. Ситуация изменилась лишь в прошлом году. Благодаря поддержке главы республики и правительства было выделено помещение и закуплено современное оборудование. Выделили 1 800 000 рублей на приобретение техники, на ремонт помещений, новых помещений, в которые въехал сегодня Центр по развитию калмыцкого языка. И в настоящее время 1 100 000 у нас было использовано для приобретения новой техники, закуплена новая видеостудия для того, чтобы снимать видеоролики, различные сюжеты, материалы, видеоуроки по разным направлениям традиционной культуры, языка, письменности и так далее. А также, кроме того, мы закупили технику для работы самих сотрудников, сформировали большую библиотеку. Кроме того, нам подарили еще подарки. Центральный хурул «Золотая обитель Будды» Шакьямуни подарили бойлер для кипячения воды. Глава республики подарил очень хорошую микроволновую печь. Вообще, я считаю, что Центр по развитию калмыцкого языка должен быть эдакой точкой истины, истины последней инстанции, которая бы могла объяснять людям, что правильно, что неправильно. Именно поэтому у нас собрались в Центре калмыцкого языка очень хорошие специалисты широкого самого профиля. Мы в этот год планируем сделать очень много. Прежде всего, записать видеоуроки калмыцкого языка для людей, которые совершенно им не владеют. Особое внимание уделить в этих уроках произношению калмыцких звуков, потому что многие современные калмыки у нас, что скрывать, просто иногда не могут даже произнести некоторые звуки родного языка. Более того, мы готовим курсы по ясному письму Тодобичик, курсы по обучению традиционной культуре. Геннадий Корнеев рассказал, что в ближайшее время будут записаны видеоуроки. В числе задач также исследовать и оцифровать памятники старокалмыцкой письменности. Большую помощь в этой работе оказывают ученые-калмыки. Мы занимаемся архивированием старинных текстов, то есть переводим в их цифровое пространство. Это такой щадящий режим. То есть если при обычном сканировании древний текст он состаривается от 50 до 100 лет в зависимости от лампы, то при таком вот щадящем режиме текст полностью сохраняет свой первоначальный вид. Для возрождения и развития калмыцкого языка большие усилия прилагают и педагоги учебных заведений республики. Но, как оказалось, этого недостаточно. Причина в отсутствии языковой среды. Если раньше носителями языка были представители старшего поколения, то сейчас молодые родители уже не говорят на родном языке. А в скором времени, благодаря записанным видеоурокам, взрослые вместе с детьми смогут изучать родной язык. Кстати, все файлы будут в широком доступе в интернете. Над этим как раз работают специалисты центра. Сейчас современные молодежь, школьники, все находятся в интернете, в Ютубе все смотрят, поэтому был закуплен хромакей, на котором мы снимаем все различные познавательные ролики по буддизму, по национальным традициям. Вот. Также у нас камеры, два компьютера, несколько ноутбуков закуплено, радиопетлички, стабилизатор для съемки в движении, чтобы все было красиво и познавательно. Также у нас есть телесуфлер, чтобы записывать ролики стоя, да, на одном месте. Вот. Все это сделано для того, чтобы перейти к более современным технологиям и изучению
калмыцкого языка, методов, для того, чтобы будущее поколение могло войти и посмотреть все эти ролики, чтобы все это сохранилось в электронном виде. Забегая вперед, можно сказать и о планах центра. Уже сейчас разработана программа на текущий год, в которую вошли встречи, мастер-классы, видеоуроки по родной речи, а также по истории калмыцкого народа. Отдельное важное направление работы сотрудников центра заключается в разработке программ, призванных облегчить программу обучения родному языку в дошкольных учреждениях и учреждениях общего образования, сделать калмыцкий язык простым, доступным и удобным для каждого. Друзья, кто присоединился к нам только что, отдельное вам доброе утро. В нашей студии, как всегда, интересные, необычные и очень замечательные гости. И сегодня это Борис Андреевич, председатель Калмыцкого национального дома Содружества. Доброе утро! Доброе утро, Юля. Доброе утро, дорогие телезрители. А расскажите, как все начиналось? Вообще, как возникла идея создать этот дом? Для чего он и почему? Идея возникла у руководителя фонда изучения калмыцкого языка в связи с тем, что те диаспоры или национальные объединения, как их называют, которые находятся в нашей республике, они не имели своего дома и своей площадки, на которой была возможность проводить какие-то мероприятия, культурные мероприятия. Праздники, наверное, национальные. Ну, это да, и национальные праздники. Поэтому вот была такая идея. Хотя у нас в России, значит, почти в каждом регионе имеются национальные дома. Вот Московский национальный дом, он уже существует 23 года, как он был открыт. У нас вот в прошлом году, в декабре месяце, мы получили свидетельство, значит, об открытии именно вот этого национального дома Калмыцкого Содружества. В нашей республике проживает более 130 национальностей. Ого! Это, конечно, многие удивляются. Однако. Да. У каждого народа есть свои традиции, есть свой родной язык, который необходимо развивать. Но так как они у нас живут, можно сказать, уже несколько десятков лет, и даже вторые, третьи поколения, им трудно изучать свой язык. Поэтому вот они создают такие национальные объединения, а вот этот национальный дом, он будет объединять. И не секрет, что они себя считают ущемленными в какой-то степени, ну, в культурном отношении. Если мы проводим такие большие мероприятия, как Цагансар, Масленицу, то о мусульманских праздниках мы только знаем понаслышке. А вот на этой площадке у Дома национальности или в Доме национальности они могут полностью раскрыть свои национальные культурные традиции, показать свою культуру, свои танцы, свои песни, свое искусство. И поэтому вот был создан вот этот Дом национальности Содружества, который он необходим сейчас в Калмыкии, так как у нас 10 диаспор в Калмыкии. Это азербайджанская, армянская, дагестанская, казахская, корейская, турок-месхетинцев, значит, татарская и так далее. Ну, само собой, калмыцкая, русская. Поэтому вот была такая идея создать этот дом. Ну, мне предложили возглавить этот дом, уважая старейшин фонда изучения калмыцкого языка. Я дал свое согласие, но все равно это общественная работа. Я думаю, что общение еще никому не помешало. До того, как стать председателем, где, как, кем вы еще работали? Но это, наверное, очень длинная история. Наверное, сейчас вот
многие видят и узнают во мне директора Элистинского автодорожного колледжа, потому что за то время, которое я проработал в этом техникуме, затем был колледж, было выпущено 19 820 выпускников, Вот это которые в основном трудятся в нашей республике. Первоначально, когда я пришел туда, в 1976 году, в далеком, было централизованное распределение по всем регионам. Наши даже выезжали в Сахалин-Автодор, наши студенты. Было очень интересно. В Хабаровске были. Так как всего колледжей было всего 14 по России, это очень мало. На такую огромную Россию было всего 14 колледжей. Поэтому мы были востребованы. Что не скажешь в настоящее время. Мы готовили студентов, дорожников, строителей дорог, автомехаников, механиков дорожной техники, юристов, программистов по 9 специальностям. У нас обычно конкурс был в пределах 3 минимум, а то и выше. На юридические, на компьютерные специальности, компьютерная технология, там, вычислительная, там было даже побольше. Конкурс был побольше. Я там проработал 35 лет директором только. В общей сложности я там проработал 42 года. Немногие могут этим похвастать, столько лет проработать в одном месте. Наверное, это было связано тем, что мы относились вначале к Министерству автомобильных и шоссейных дорог России, затем Министерству транспорта России. Это было потому, что мы находились в федеральном подчинении. У нас обучалось по дневной форме обучения 1700 студентов было. Занимались мы в 2 смены. Педагогов и сотрудников было у нас в пределах 180 человек. Было 5 корпусов, был свой автогараж, на 22 единицы были свои автобусы, был свой полигон учебный, на котором проходило обучение. И на практику наши студенты выезжали в основном Ростовскую область, Московскую, в Дагестан, республику. Поэтому наши дорожники были востребованы. Сейчас многие дорожники возглавляют министерство нашей республики. Фамилии я не буду называть, вы их сами все знаете. Да, наверняка многие догадываются, о ком речь. Ну, я продолжу о своем доме национальности, который я возглавил. Да, вот за время, как он появился, вы успели что-то сделать? До открытия еще мы целых 1,5 месяца оформляли и регистрировали документацию. И мы даже захватили праздник День матери, который был 26 ноября, День матери. И успели на этом празднике все диаспоры поздравить через средства массовой информации своих матерей. А что в планах сейчас? Нам обещали выделить помещение, это в первую очередь, но обещали выделить в детском доме творчества, ДДТ. Там как раз есть площадь небольшая, на которой можно, например, проводить с размахом масленицу, чтобы все пекли там блины, танцевали, песни пели, художественную самодеятельность свою показали. И также на этой площадке могут и показать свое искусство, например, корейская женская танцевальная группа, она часто приезжает к нам в республику со своими танцами. Можно делать в этом доме художественные выставки,
наших художников, какие-то выступления. Но хотелось бы выступления именно вот самодеятельных ансамблей, народное творчество, чтобы было. А те, что артисты, актеры, которых мы все знаем, которые уже, может, и некоторым они уже надоели с экранов телевизоров и так далее. Поэтому конкурсы какие-то проводить. Значит, можно тут же в купе со средствами массовой информации, можно и электронное голосование провести. Да, у каждого есть свой гаджет, по телефону голосовать, кому там отдается предпочтение и все такое. Конечно, это очень интересная такая и объемная работа. Поняла. У вас планов вагон и маленькая тележка. Как вы все успеваете? Откуда у вас энергии столько на все хватает? Энергии, наверное, от того, что когда-то с детства мы не знали, что такое гаджет, цветной телевизор, разные приставки. Мы всегда были на спортивных площадках, занимались спортом, борьбой, штангой. Вы тоже занимались борьбой? Да, музыкальными инструментами, играли на гармонии. Я люблю петь песни, русские народные, калмыцкие песни. Особенно те песни, которые задевают все струны души. Вот, например, на тот большак, на перекресток, уже не надо больше мне спешить. Жить без любви, конечно, просто, но как на свете без нее прожить? Такие красивые, волнующие слова. Очень красиво. И вот когда их слышишь, вот эти вот песни, так невольно наворачиваются слезы. Любили мы, мое поколение, и поэзию. Ну, современное поколение тоже поэзию Сула уважает. Гамзатова мы любили особенно, Яна Френкеля. Чем еще вы увлекаетесь? Хотя мне чуть больше за 20, я занимаюсь виндсерфингом. Ух ты! Да. Кайтсерфингом, да. Кайтсерфингом. Занимаюсь охотой. Значит, всю жизнь занимался охотой. И сейчас продолжаю. Вот буквально мы... И сейчас ездите на охоту? Да, неделю назад были в Экибурульском районе. И в районе, значит, заимки Шаугурова Николая Александровича убили 2 волка, которые там терроризировали местных наших чабанов, так мы раньше называли, сейчас называется новым словом фермеры. Да. Агрофермеры, фермеры. Фермеры. Поэтому мы там они просто в камышах развелись много. Сейчас целенаправленного отстрела нет, только вот любители. И только когда есть необходимость. Да, государство, значит, вознаграждение не выдает, как давалось во времена Великого Советского Союза. Ясно. Вы упоминали про виндсерфинг. Как он пришел в вашу жизнь и когда? В 1981 году Так. студенческий отряд автодорожного колледжа, тогда я был уже директор, строил в Туапсе, Калмвод строю жилые дома в Туапсе. У них был свой участок, у них был свой санаторий, и они строили там спальные корпуса. Ну, в летнее время, значит, я туда выехал для ознакомления с условиями проживания этих студентов и заметил, что там, значит, на пристани, значит, занимаются необычным видом спорта, виндсерфингом. В переводе с английского это парус и ветер. Да, все так. Ага, ну вот, и поэтому мне было интересно. Я попросил, чтобы меня обучили. Когда они меня обучили, я приехал сюда и приобрел виндсерфинг. В Дагестане тогда их изготавливали. И открыл я кружок в автодорожном колледже для своих студентов. Даже так? Да. Здорово. И вот до сих пор некоторые
занимается виндсерфингом. Благодаря вам. Виндсерфингом. И вот я занимаюсь сейчас вот виндсерфингом на Павло-Очаковской косе. Это наше Азовское море, 60 километров от города Ростова-на-Дону. И там я освоил второй вид спорта, экстремальный, будем говорить, кайтсерфинг. Это значит воздушный змей и доска. Значит, в зависимости от ветра, значит, вот этот змей, он является двигателем и несет со скоростью до 90 километров в час по водной акватории. А там акватория большая, значит, длиной она 3 километра, шириной 2 километра, и там глубина в пределах 60-70 сантиметров. Хорошо, спасибо, очень вдохновляет. Вы ведь занимаетесь и вот совсем, ну, прямо сейчас, грубо говоря, да? Ну а как же? Спорт – это жизнь. Это жизнь. Да, движение – это жизнь. Не надо давить диваны, надо все время быть на природе. На свежем воздухе. На свежем воздухе, двигаться, общаться с людьми и быть с ними всегда добрыми и позитивными. Это точно. Знаю, вы хотели что-то проанонсировать. Да. Что значит, именно? дело в том, что значит, по основному моему занятию по Дому национальности я хочу вас, дорогие телезрители, пригласить на первый это фестиваль, который проводится 19 февраля в Государственном концертном зале. Значит, буквально несколько дней назад я разговаривал с героем Калмыкии Аркадием Манжиевым. Он нам любезно предоставил площадку эту, фойе, где будут выставки, значит, изделий наших диаспор, значит, где в концертной программе будут участвовать ансамбли этих диаспор, они связываются со своими регионами. Значит, из Астрахани казахская делегация прямо вот уже оборвала все телефоны, приглашает, вернее, просит оставить им билеты. Значит, 21 февраля проводится Международный день «Звучи родной язык». Вот именно в связи с этим вот мы проводим свой первый этнофестиваль. Спасибо за анонс. И по нашей доброй традиции пожелайте нашим зрителям на день грядущий что-нибудь хорошее. Пусть Новый год звездой счастливой войдет в семейный ваш уют. Со Старым годом торопливо, пускай невзгоды все уйдут. Пусть каждый день теплом согреет и много счастья принесет. И все сомнения развеет пришедший в полночь новый старый год. Счастья вам, дорогие друзья, успехов! Все, пока-пока!